В Астане 13 октября прошла трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и России Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона и Владимира Путина. Об этом сообщает администрация президента. Главы государств обсудили вопросы, связанные с киргизско-таджикской границей. По словам Садыра Жапарова, киргизская сторона заинтересована в разрешении приграничных вопросов исключительно мирным путем. Садыр Жапаров подчеркнул, что киргизская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами, напомнив о последствиях вооруженной агрессии таджикской стороны, указано в сообщении администрации президента. В пресс-релизе администрации президента Таджикистана, в свою очередь, указано, что стороны достигли договоренности решать возникающие вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами, а также активизировать деятельность правительственных групп по делимитации и демаркации госграницы и рабочих групп экспертов в строгом соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Несколько дней назад пресс-секретарь президента Кайырбол Султанбаев сообщил, что 13 октября в Астане пройдет встреча Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона и Владимира Путина, и что инициатором совместной встречи выступил Владимир Путин, который готов оказать содействие в решении вопросов границ между Кыргызстаном и Таджикистаном. 14-17 сентября между военными Кыргызстана и Таджикистана произошло масштабное вооруженное столкновение. В результате конфликта погибли 63 гражданина Кыргызстана, более 200 получили ранения, более 130 тысяч жителей приграничных с Таджикистаном сел были вынуждены покинуть свои дома. 18 сентября МИД Кыргызстана в своем заявлении обвинил Таджикистан в вооруженном акте агрессии. Такие же обвинения звучат со стороны Таджикистана в адрес Кыргызстана. Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило о 41 жертве приграничного конфликта. Радио Азоди, опираясь на данные собственных источников, опубликовало список 81 погибшего таджикистанца и написало о пострадавших в таджикских приграничных селах, магазинах и домах. Подтвердить данные о жертвах и пострадавших с таджикской стороны из других независимых источников не представляется возможным.